Проиграв первый период со счетом 1-0, а во втором и вовсе доведя ситуацию до почти безнадежной 6-0, Расул Джукаев нашел в себе силы совершить камбэк. Буквально за минуту до конца поединка чеченский борец вольного стиля отыграл все баллы. Итоговые 6-6 оказались в пользу российского спортсмена за счет последнего движения. Расул Джукаев, Россия. Финальное противостояние Кубка европейских наций сборная России выигрывает у Азербайджана со счетом 6-2 в греко-римском стиле и 5-3 в вольном. Немалую долю в победное выступление страны внесли представители чеченской борьбы. Так разгромом со счетом 12-0 одержал верх над оппонентом Яхмет Чекаев, выступавший в категории до 61 килограмма. Школа Шамиля Маханова. 10 лет занимается борьбой. Тренеры... В Грозном триумфаторов встречали не менее чемпионским составом во главе с президентом Федерации спортивной борьбы Чечни, трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сатиевым. Хорошее выступление борцов на Кубке наций не стало неожиданностью, говорят тренеры, у ребят олимпийские перспективы. Тяжелая, равная схватка была. Ну, наша главная задача была там выиграть, потому что наши главные тренеры нас выставили. Нельзя было их подвести, нельзя было подводить нашу республику, которую мы представляем, сборной России. Провели сбор в Новогорске, Подмосковье. Готовились нормально. Двухнедельный сбор провели, учебно-тренировочный сбор. Соперники вроде были у меня хорошие, так настроился на схватку, вышел, отборолся. Так, как сказать, пошла борьба, да. На Кубке европейских наций в составе сборной выступил еще один представитель Чечни. Исламбек Альбиев не смог сразу прилететь в Грозный. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2008 года уверенно одержал победу, одолев в финале Камрада Мамадова. Для борцов Российской Федерации это заключительные соревнования в году, это самые важные соревнования по заключению года, для того, чтобы на следующий год формировалась команда. Это для нас хороший результат. Желаем им в дальнейшем удачи, успехов. Надеемся на следующий год, что это хороший задел, сделанный в плане подготовки к Олимпийским играм. Следующий год олимпийский, поэтому очень важно было себя заявить в этих весовых категориях. И думаю, все будет хорошо. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить главу республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, Героя России, за всеместно оказанную помощь для развития спорта нашей республики, для развития вольной борьбы, греко-римской борьбы. После победы на престижном европейском турнире чеченские спортсмены пока не планируют отдыхать. Впереди у борцов сборы и не менее серьезные турниры, к которым также нужно основательно готовиться. Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.